Итак, я рад вітать вас здесь и сегодня. Я Александр Агеев, я буду сегодня вести это ток-шоу, якое присвячено стану могилевской топонимики. Напевно, неводная тема вот нашего культурницкого життя не выкликает столько спречек, сколько топонимика. И поэтому, как разобраться во всех этих проблемах, я маю гонор запросить сюда вот на эти 3 места, значит, людей, досвеченных специалистов, авторитетных своей справы. Ну что ж, починаем. Скажите, калі ласка, вот топонимика, что ввогуле это такое в 2-3 словах? И чему она так важна для людей ввогуле? Гэта, калі коротко, навука, якая займаецца закономерностями узникнення, развіцця топонімаў, гідронімаў, пашырэння іх по тэрыторыі, запазычвання іх другими народами, як это было, скажем, на тэрыторыі Беларусі ў старажытнасці, калі славяне запазычылі многія балтскія назвы. І гэта таксама памяць народа. Таму раз мы не абыякавы да нашай культурна-гістарычнай спадчыны, мы не павінны быць абыякавымі і да топонимичных пытаний и до топонимичных проблем. Господар Игорь, скажите, вы вообще ветеран этой комиссии с самого початку, вы распрацовывали, я ведаю просто докладно, именно принципы працы этой комиссии. Коротенько, на каких принципах грунтуется праца комиссии? По-сапраўднаму эта комиссия зовецца так. Топонимичная комиссия, але адначасова там еще по ушанаванню гістарычнай и культурной спадчыны города Могилёва. Поэтому принципы вельмі простыя были. Трэба было у назвах вуліц, завулкаў, сквераў, плошчаў ушанаваць нашу гістарычную і культурную спадчыну. Гэта першы прынцып. Другі прынцып гэта вось каб ушанаванне памяці і спадчыны было ад старажытных часоў да сучаснасці, і гэта прадугледжвала вяртанне, разумееце, пэўных назваў, которые у выніку нейкіх палітычных падзеяў былі страчаны. Падкрэсліваю адразу, што нідзе ў палажэнні аб камісіі няма слова перайменаванне. Справа ідзе аб вяртанні назвы, ну а там, дзе толькі новыя ўзнікаюць, там, безумоўна, даюцца назвы, зыходзячы з таго унёска, які зроблены ў гісторыю Могилёва. Господар Агеев, скажите, калі ласка, а вот в принципе решение комиссии, вот приняли решение, оно кончатковое, какие полномочия в этом сенсе? Может кто-то отменить ее решение? Мы только дорадчыя органы, у нас не так шмат паўнамоцтваў, таму калі на нас часто на працу топонимичной комиссии говорят, а что вы там робите, чему так повольно, чему не так добро, то вы разумеете, что мы робим все, что можем, на мой погляд, а далее это ці прислухаюцца. А ці часто игноруют вообще, в принципе, на ваш погляд? На мой погляд, достатково. В апошние часы, да, вот как-то достатково. Наши рекомендации, на жаль, довольно часто не приймають до уваги. Я бы не сказал, что часто. Хутчэй за ўсё, магчыма, не все необходные пытания нам пропановывается разглядеть. Ну и, до речи, я думаю, раз уже так, вот тут люди зацікавленные, Игорь, скажите вы, как самый досвідчений человек в данном выпадку, вот что треба зробить, вот любому тут, чтобы свою пропанову каким-то чином реализовать в могилевской топонимике? У нас было несколько прикладов, когда листы написали неотказную особу. Той человек, который нечто пропановал, он отрымал отказ. Але вельмі часто он разглядаецца нами, как человек, который протягивает эту инициативу. А не так просто, вот я вам подкинул идею, а вы там разумные, ці не, вы ее выконываете. То есть треба доводить до конца. Скажите, калі ласка, кожный, вот чим ви ганаритеся? Больше за все один эпизод мне запомнился, и был он где-то годов, напевно, 6 тому. Так вось тады на гэтым паседжанні прысутнічаў, што было, напэўна, один раз за весь час, тагачасны старшыня гарвыканкама. Так? І, Кто, Шориков? ну да. І ад яго ішла прапанова унесці карэктывы у герб нашага горада. Мотивация была такая, что занадто шмат зброі на гербе, там и вершник с мечом, да и у воротах рыцарь с мечом. Занадто шмат. Это был такі агрэсіўны, ваяўнічы атрымаўся герб, и была прапанова от з боку мэра замест вершника, так, зразумела, якога вершника, так, там Божую Мацер Могилевскую, калі не, значит, разместить.
Вот, я хочу сказать, что до гонору комиссии она заняла такую твердую громадскую позицию, и гэтая прапанова не пройшла, там за яе было, калі не помыляюся, только 2 сябры. Сам мэр, его наместник. Да. Все зразумела. Ольга. Калі гаварыць наогул, мне вельмі прыемна, што у нас з'явілась, па-першае, вось гэты аншлаг, вялікая садовая. Мне вельмі прыемна, што у нас з'явілася вуліца Пажарная, так? Это не так давно уже завулак Пажарный. И вельмі прыемна, что зусім недавно у нас завулак Спасский. Игорь, калі ласка. Першае, што мне падабаецца, гэта вельмі удалыя назвы, которые были зроблены на подставе мясцовых микротопонимов в районе Абиссинии. Там есть одиная улица в Катрышевском районе, которая связана с историей 18 стагоддзя. Улица названа у гонар Максима Вашчанкі, нашага славутага гравюра. І яшчэ чым я ганаруся, а тое, што у нас у Могилеве з'явіліся 2 улицы. Это наш Микольский монастырь православный, который находится на улице Сурты. Эта улица названа у гонар першага аўтара Могилевской хроники. И параллельно улица Гартынских. Але у вас у кожного были свои еще планы. Вот вы что-то хотели, але не атрымалася. Сумно гэта тое, што тыя шматлікія гандлёвыя кропкі, гандлёвыя цэнтры не называюцца, не прислухиваются до парад членов топонимичной комиссии, называют их отвольно разными там ритуалями, материками и так далее. Додам Ольгу. Все равно, что бы ни сказал Беломаркет, все равно это будет театральная гастрономия. Конечно. Ну а на завершение все-таки хотел бы от себе сказать, что у меня не отрымалось. Я лечу, шановные коллеги, на подставе своего опыта, потому что я провожу шмат экскурсий. Поверьте, коллеги, все едут в историчный центр. И вы поймите, коли ласка, насколько бывает тяжко працаваць, калі вядзеш экскурсию по городе и вот блытаешься в этих назвах. Эта улица ранее называлась так, потом так, теперь и так далее. Поэтому я лишу, что я не реализовал, это треба вернуть назвы у историчный центр Могилева. А все-таки чему так неторопко идут змены? Вот многие тут, кто есть, яны хотели бы худшейших зменов, особливо с вертанием вот в историчной часы. На ваш погляд? Мне здаецца, это один только из факторов. Тут некалькі факторов. Конечно, мае значение финансовый бок, але мне здаецца, что для нашего кіраўніцтва, для наших чиновников, яшчэ это не стало приоритетом. Мне здаецца, это яшчэ проблемы их историчной адукаванасці. А я лишу, что магчыма, вот уже с опытом, это и не благо, что не торопка. Разумеете, по-перше, мы все бакова абмяркоўваем. Другая справа, что вот правильно сказал Леон, насколько хочуць улады гэта зрабіць. А наша комиссия вельмі узважана працуе. Але зараз переходим до дискуссии. Итак, одной из головных проблем, все же таки, вот ее закранул как раз Игорь Александрович, это прогресс. Вот он сказал, что то, что мы повольно меняемся, это добро. Існують такие же думки. Многие нават прапануют развивать в нашу краіну ностальгичный туризм. Як вы относитесь до этого? Ці сапраўды все ж таки нам треба поскараться? Это первая частка питания. А другой, какие конкретно змены вы ожидаете? Идя по центру нашего города, я буду говорить исключительно о центре, поскольку не очень интересны в данном случае ни здесь собравшимся, ни тем более туристам, которые приезжают в Могилев. Улицы, находящиеся в спальных районах, на окраине города, поскольку там они никогда не побывают, скорее всего. Идя по нашим центральным историческим улицам, трудно отличить Могилев от какого-либо другого города на постсоветском пространстве, так скажем, и в Белоруссии в частности. Вот. Те же самые улицы, улица Ленинская, бульвар Ленина. По большому счету, это то, что называется идеологией и монументальной пропагандой. Это такой большевистский плевок в нашу могилевскую историю, могилевскую самобытность. И мне хотелось бы высказать такое пожелание топонимической комиссии, чтобы именно исходя из сегодняшних реалий, исходя из того, что Белоруссия это независимое государство, Могилев город с древней историей, подходили к возвращению названий нашим улицам. И, в общем-то, именно этим мы можем стать какими-то оригинальными, так скажем, привлекательными как для туристов, так и для самих себя. Мой прадед, в принципе, воевал за Советский Союз, так, за радзіму, вось, і я, конечно, не супраць того, каб районы, якія пабудаваны ў савецкі час,
носили советские назвы. Что тычыцца новых районов, новых вуліц, якія пабудаваны ў 90-е гады, 2000-е гады, нехай гэтыя вуліцы носяць сучасныя назовы, так, наших белорусских героев, там, наших белорусских славутых там дзечаў. Я понял одну такую вещь. Первое, топономика должна быть открыта, постараться. Вот, все-таки делать объявление, чтобы люди могли принести свою точку зрения, доносить. Второе, все-таки продумать такую вещь, так, что мы должны понимать, я вот как отец сейчас малолетних детей, я думаю со страхом, что меня когда-нибудь спросят, а кто такой Урицкий? Понимаете? И я, если я объясню, кто такой Урицкий, то пусть не удивляйтесь тогда. Ну, цель оправдывает средства. Что мы должны, может быть, да, вот на самом деле продумать эти названия, кому мы, что мы должны как бы отдавать и обсуждать. Можно я выйду? История – это не девка гулящая, не зыбкий Барханов песок и не лед. История прошлое и настоящее, мечты и дерзания, падение и взлет. В историю можно всмотреться, влюбиться, историю можно постичь и познать. Нельзя над историей только глумиться, нельзя об историю копья ломать. Память должна передаваться из поколения в поколение. Сейчас в семьях родословную делают, своих предков поднимают и начинают корни, ветви, и на ветвях сидят внуки, правнуки. А мы сейчас хотим историю сломать. Зачем это нам нужно? Вот тут было справедливо сказано. Я жила на улице Лепешинского. Я когда доведалась, у 60-е годы мне было страшно, это был жах. А зараз мы приходим на площадь Ленина. И куда я приведу свою внучку? Что мне соромно за то, что и мы вот такую историю мы заставляем для своих детей. И когда мы уже кажем про коронит, так давайте про коронит. Что мы объяснять будем? Где наша Беларусь? Где наши коронит? Може, сапраўды не трэба так спешить. Ёсць мудрая народная примовка: 7 раз обмер, а 1 раз отрежь. Вот, может быть, вот топонимическая комиссия, может и добро, что она марудно переименовывает, и там и горисполком, потому что, чтобы не будоражить, чтобы нам не зробить тое, не наступить на те грабли, на які вже ми наступали. У нас вот вернуть назвы, так я у 3 випадках этих самых стою за то, чтобы вернуть. Мне просто цікаво. Ну, Ветреное, Виленское, Абиссиния, Морковное поле, Кочарега, это, мне кажется, треба вернуть. Треба вернуть назву микрорайона Машека. Вот. И, может быть, даже там поставить, как вот в Кловце поставили огурок, помнік такі, а в Бобруйску есть бобер, так? Так вот, коли буде на Машековском микрорайон Машековка, там будет невеличкий помничек Машеку, может быть, не человека, а что-то такое, утворить такое, что туда так само будут ездить туристы. Не, ну уже робить так, чтобы он дуб померами 2-3 дуба, чтобы он мог его руками вырвать, правильно? Естественно, то есть материализовать легенду давно пора. Это даже, кстати, это была бы, наверное, лучшая идея культурной столицы. Да? Ну, давайте дозволим все-таки сказать заключное слово нашим шановным экспертам и спикерам. Коли ласка, хто з вас? Я хочу к Могилю хутчэй свою историчную отметность праз назвы вернуть. Я хочу, каб мы гуляли по Ратушной площади, по Великой Садовой, по Дняпроўскому проспекту и так далее, еще при моим житті. Тому я хочу, каб больше не так повольно ішоў працэс вяртання гістарычных назваў хотя бы цэнтра нашего. Мне здаецца, трэба падыходзіць прынцыпа ідэнтычнасці, так? То есть, перш за ўсё, калі гаворка ідзе пра вяртанне, вяртаць трэба першасная назва, то есть карэнная назва, потому что в гэтым сэнсе, скажем, Великая Садовая это уже не першасная назва, так? Але і тут вот я згажуся вот с вами, что патрэбны, ну, такі дифференцированы падыход. Я перакананы, пасля нашай з вами сустрэчы, што ў прынцыпе гістарычны цэнтр павінен набыць сваё аблічча, такое, як оно было. Справа толькі ў адным, каб прадстаўнікі топанімічнай камісіі, як эксперты, запрашаліся на пасяджэнні гарвыканкама.
Всім дякую. Сапраўды, я вельмі ўсцешаны каректнасці і сяброўскім взаимоотносинам. И мне подобалось, что какой-то, ну, может быть, я идеалист, але какое-то сближение позиций мы тут убачили. Принамсі, мы послухали один одного.